Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24». В студии работает Полина Долинская. Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Словакии со счетом 8-1 в матче предварительного этапа чемпионата мира в Риге. Команды представляют группу А. В составе победителей отличились Рафаэль Диас, Свен Андригетта, Ромен Лёфель, Грегори Хоффман, Тимо Майер и Филипп Курашов. У словаков шайба на счету Михаила Криштофа. После 4 матчей таблицу группы А возглавила сборная России, набравшая 9 очков. Следом идут команды Швейцарии и Словакии, в активе которых также по 9 очков после 4 игр. В следующем матче швейцарцы сыграют со сборной России 29 мая. В тот же день словаки проведут матч против команды Дании. В группе «Б» того же предварительного этапа сборная США обыграла со счетом 4-2 команду Латвии. У американцев шайбы забросили Мэтт Теннисон, Брайан Бойл, Тревор Мур и Мэтью Беннерс. В составе хозяев турнира отличились Микс Ундрашис и Ренерс Карлстернбергс. Американцы одержали 3-ю победу подряд и занимают 2-ю строчку таблицы группы «Б», набрав в 4 матчах 9 очков. Сборная Латвии потерпела 1-е поражение в основное время и после 4 игр с 7 очками идет 4-й. В следующем матче сборная США встретится с командой Норвегии 29 мая. Сборная Латвии днем ранее встретится с норвежцами. Переходим к региональным новостям. В эту субботу Якутск впервые примет Дальневосточную юношескую футбольную лигу. Соревнования пройдут для 10 команд, в том числе и для наших ребят из клуба «Арктика». На сегодняшний день на стадионе Туймада полным ходом идут тренировки, отработка стратегии. По словам тренера команды «Арктика», ребята заряжены и готовы к соревнованиям. 9 игр серии пройдут в Якутске и 9 на выезде. Первая выездная игра у республиканской сборной состоится в городе Петропавловск-Камчатский. Ребята готовятся уже с января месяца. Мы уже узнали, мне позвонили и сказали, что будет летом Дальневосточная юношеская футбольная лига. И спросили, готовы ли выставлять команду. Я 100% ждал такой хорошей возможности, чтобы выступить. Готовили еще очень долго и выезжали на очень много соревнований. А якутская спортсменка Анастасия Диадорова стала 3-кратным призером чемпионата Европы по плаванию Международного паралимпийского комитета. Соревнования проходили в Португалии. По итогам российские пловцы завоевали 83 медали, 25 из которых золотые. В постпредстве Якутии в Москве встретили нашу титулованную землячку и поздравили с новыми достижениями. Как проходил турнир в условиях пандемии и когда начнется подготовка к Паралимпийским играм в Токио, узнаем из материала Максима Кардозу. На этот долгожданный чемпионат Европы после череды пандемийных отмен у Анастасии и ее команды были большие планы. Правда, в личных зачетах показать желаемый результат не удалось, но, несмотря на неудачи, спортсменка сдаваться была не намерена. Чемпионат Европы проходил очень тяжело, и с точки зрения адаптации и всего остального, и морально, потому что мне не удалось показать те результаты, которые я хотела показать. И, соответственно, это повлияло на мое эмоциональное какое-то состояние, но, тем не менее, я собралась, и вот в эстафете, благодаря команде, у меня получилось завоевать 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. И спортсмены, и тренеры довольны, что европейский чемпионат вообще состоялся. И никого уже не удивляли новые ковидные правила. Стали привычными маски, тесты ПЦР, социальная дистанция и изоляция. Наша жизнь состояла из нахождения в гостинице и, соответственно, приезда в бассейн. Это было все, что нам было позволено. Несмотря на это, я считаю, что соревнования прошли очень успешно, и никто не заболел, все хорошо выступили по мере своих возможностей. И я думаю, что это показатель того, что действительно соревнования любого уровня могут и должны состояться. Главные старты в сезоне – это, конечно же, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. И если они состоятся, то Анастасия будет на них представлять Россию. Мы все тоже очень ждем с напряжением, потому что непонятная ситуация с коронавирусом. Я, насколько знаю, там сами японцы, они не очень рады, что у них должна быть эта Олимпиада и Паралимпийские игры. Поэтому мы живем одним днем, как птицы. Будет. То есть мы очень рады, что чемпионат Европы все-таки состоялся, что ребята выступили, посоревновались, мы увидели соперников, вспомнили, что это такое.
Паралимпийские игры в Токио должны стартовать 24 августа. Сейчас у наших пловцов начнутся тренировки в Подмосковье, а заключительный этап подготовки пройдет уже на Сахалине, поближе к Японии. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе событий в мире спорта на телеканале Якутия-24.